Пятиэтажное общежитие лицея номер 36 Сузакского района в течение многих лет нуждалось в капитальном ремонте. 2 этажа здания использовались, а 3 этажа все это время оставались пустыми. И вот 2 месяца назад была поднята инициатива превратить здание в инфекционное отделение Сузакской территориальной больницы. Местными властями при содействии жителей и предпринимателей были начаты ремонтные работы, на что было выделено 15 миллионов сомов. Ремонт мы начали, не имея никаких средств. Практически сразу же появились неравнодушные люди, желающие нам помочь. Одни помогали деньгами, другие предоставляли стройматериалы, а третьи стали рабочей силой. Капитальный ремонт встал нам в 15 миллионов сомов. Все эти средства – вклад народа. В здание была проведена вода, обновлена крыша. Также были полностью отремонтированы санузлы и заменена старая электропроводка. Больница рассчитана на 304 койко-места. В настоящее время установлено 210 новых кроватей, они также приобретены за счет жителей. Здесь в основном будут лечить больных коронавирусом и пневмонией. На сегодняшний день здесь не хватает только медицинского оборудования. А так для пациентов созданы все необходимые условия. Есть горячая вода. Сейчас лечебница уже может начать принимать своих первых пациентов. А медоборудование мы привезем. Большой вклад в реконструкцию здания внесли сами граждане. Это говорит о том, что в любой сложной ситуации все можно преодолеть совместными усилиями. Аким района вручил благодарственные письма всем, оказавшим поддержку. Тяжелое испытание выпало нашему народу, и единство свое он показал даже в этом. Ремонт этого здания завершился благодаря совместным усилиям. Это дорогого стоит. Здание реконструировано и перепрофилировано для возможной второй волны коронавируса. Сейчас в Сузакской больнице лечатся около 40 пациентов с ковид. Напомним, что коронавирус в нашей стране впервые был зарегистрирован на территории Сузакского района. Бегаим Бегалиева, Осман Уламсадыр Улу, Алмаз Сатаров, Нуркис Абдрахманова, Алато 24, Джалабадская область.